по курортам и куда же ехать. Самая большая — это у нас средиземноморская граница с морем, это Тель-Авив, Нетания, Хайфа и Герцлия. В основном это курорты Тель-Авив и Нетания, о которых мы уже говорили много. Ну, говорили, не переговорили, да, материалов очень вот. много. Тель-Авив у нас никогда не спит, это шумный, активный отдых. Там всегда вечером играет музыка в Тель-Авив, и, как уже упоминали, это шикарная набережная. Действительно, она огромнейшая, туда можно просто целый вечер ходить только по одной набережной, Или не ездить. углубляясь уже в середину города. Или ездить, конечно. Нетания — это более семейный отдых. Есть очень красивая также набережная у Нетании, красивые фонтаны в середине. И так как Нетания — это курорт более для деток, на самом курорте есть очень, скажем так, оригинальные площадки для детей. Их детки просто обожают, и они оттуда не слазят. Уже сколько раз мы были, столько раз мы замечали эту ситуацию. Хайфа, как правило, это портовый город, основной портовый город Израиля. И что в Хайфе? Хайфа — это центр религии Бахай. Бахайской религии, бахайские сады, они находятся в Хайфе. Также вот туда стремятся все попасть. Дальше будут слайды по бахайским садам, или мы их уже опустили, когда у нас были проблемы с презентацией. Ну и, как я упоминала, Герцлия — это один из VIP-курортов Израиля. Также, помимо курорта, это и проживание. Очень много коттеджей и вилл находятся в Герцлии, как влиятельных, так и звезд. В общем, все. Это уже частные собственности. Да, все, кто хотят более, скажем так, бомонду такого плана, то это у нас Герцлия. Дальше это по каждому курорту, кратко пробежимся. Ну давайте совсем коротенько. Совсем коротенько. Я уже по брови загружен информацией, не знаю, вы как там с той стороны экрана. Я думаю, что тоже, поэтому кратко еще про Мертвое море и про Эйлат сам по себе, и все. Ну, в Тель-Авиве отели можно найти на любой вкус, и это правда. По Нетании это более экономичный отдых будет, чем Тель-Авив, хотя мы его все равно позиционируем как отдых для семей, потому что спокойный курорт с хорошей развитой инфраструктурой, и для детей очень много. Герцлия — шикарная яхт-марина, и вот как раз вот так выглядят эти капсулы, которые есть на пляже. Там есть даже зонтик, чтобы они не сгорели, если загорают. И это шикарнейший курортный комплекс. Хайфа с шикарными отелями, и, конечно же, Иерусалим, где вот непосредственно в туре, который на Рош-ха-Шану, туристы смогут обойти его весь. Во всех нюансах, по улочкам, начиная с Масличной горы, продолжив Гефсиманским садом, к всем гробницам, это все они смогут посетить в Иерусалиме, непосредственно подойти к гробу Господнему и подняться на Голгофу, и пройти непосредственно путь Виа Долороса. И дальше это все у нас заканчивается на стене плача. Отели также расположены в непосредственной близости к старому городу для удобства, потому что это часто запрашиваемые всегда, чтобы отели были в непосредственной близости. А как задолго вот сейчас туристам нужно шевелиться по поводу на самого еврейского Нового года? Там же стоп-отели станут в Иерусалиме в момент, уже почти как в Рождество, да? Да, уже сейчас отели, это с трудом можно подтвердить проживание, то для групп. Индивидуалов вообще не очень хотят брать, потому что им легче заселить полностью группы, потому что их безумное количество в этот период. И индивидуалам могут очень долго подтверждать, но в итоге стараемся сделать все возможное, чтобы подтвердили, конечно. Но это тот период, который нужно, если вы планируете в Израиль на еврейский Новый год, это нужно за месяц, а то и за 2. Даже если потом появятся на рынке хорошие авиабилеты, они уже есть на рынке. А отелей уже не будет совсем. Высиживать нечего. Да, то есть тот отель, в который вы захотите поселиться, даже территориально, если у вас нет каких-то претензий по конкретному отелю, конкретной сети, а по месту, он наверняка окажется уже в стопе. И часто уже потом запрашиваем, поселите уже хоть куда-то, квартира, хоть что-нибудь, хостел, куда-нибудь впихните, но нету ничего в этот период в Израиле, правда, полный стоп. Причем и в пятерках, и в VIP-отелях, и в четверках, и в тройках, везде. И в хостелах тоже. И в хостелах тоже, потому что паломники все едут в хостелы, как правило, в хостелы, в кибуцы, и там проживают. По Мертвому морю уже также у нас было много чего сказано.
Это шикарнейшие пляжи, это и лечение, это и спа-центры в каждом отеле. И, конечно же, на Мертвом море есть клиника. Единственный нюанс только по Мертвому морю, что хотелось бы отметить, в каждом отеле есть врач. Мертвое море – это лечение, но лечение с правильным подходом. Если туристы приезжают и сразу на 40 минут садятся в Мертвое море, как правило, им потом становится очень плохо. Потому что в Мертвом море можно находиться сначала только 15 минут. Очень большая концентрация солей, и у людей, у кого проблемы с сердцем, оно очень давит на сердце. Поэтому мы советуем всем туристам, есть врач в отеле, подойдите к нему, проконсультируйтесь у него, померяйте давление, потому что вот Мертвое море все равно подлечиться очень много людей, которые уже в возрасте едут на Мертвое море, хотя и молодежи хватает, потому как раз что тот случай, когда не надо заниматься самолечением. Релакс и спа-центр, именно так. И врач скажет, вам можно, нельзя, ну, не сидеть, сколько по времени можно заходить туда, и все. Вот самолечение не нужно делать, потому что дальше можно еще усугубить свое состояние, скажем так. И, конечно же, клиники. Клиники предоставляют бесплатный осмотр в каждом отеле, можно заказать эту услугу, и дальше уже врач и турист решают, что они будут дальше, заниматься лечением или оставляют то, как есть. Но скажу по опыту, Мертвое море, оно уже само по себе лечение, потому что это испарение соли, и это вода, и это атмосфера полного такого релакса на этом курорте, потому что все спокойно, вы отдыхаете от всего на этом курорте. И, конечно же, шумный и буйный Эйлат, где никогда также не прекращается жизнь, 24 часа в сутки все буяет, и клубы, и ночные бары, и дискотеки. Но также на этом курорте, вот то, что мы с вами говорили о дайвинге и о подводном мире Красного моря, это все можно посмотреть в Эйлате. Есть специальная обсерватория подводная, где есть и школа дайвинга, она как раз находится возле дельфиньего рифа, и в Эйлате можно поплавать с дельфинами. Возле прекрасного отеля Ямсуф, о котором уже упоминали, это сеть отелей Изратель. Вот, кстати, все отели, они удачно расположены в центре. В Эйлате также есть яхт-марина, где очень красивые яхты, и можно покататься на яхтах также, чтобы увидеть всю панораму. Ну, аккуратно, потому что вот самый крайний отель «Принцесса» — это уже как раз граница с Египтом. Потому что можно оказаться в таких нюансах уже в двух странах сразу. Хилтон стоит рядышком. Да, на той стороне стоит египетский Хилтон, да. Близнец. Поэтому вот еще чем Эйлат интересен, что вы можете с Эйлата видеть и Иорданию, и Египет. Прекрасно. Также в Эйлате отели на любой вкус и кошелек. И также в Эйлате есть чем заняться, потому что непосредственно это и город Давида в Эйлате, где с детками очень хорошо погулять, и есть там чем заняться, там куча аттракционов, куча таких парков. В Эйлате есть Ice Mall с катком и есть кинотеатр. И также есть огромнейших 2 торговых центра, где каждый турист найдет, чем им заняться. Вот, собственно, и подводная обсерватория также представлена. То есть все есть, нужно только собираться. А вот насчет собираться, если кто-то уже чувствует себя после всего просмотра, прямо начиная с утра, нашей израильской темы, да, ну, наверняка хоть что-то из всего вышесказанного должно было заинтересовать, как минимум что-то открыть и почитать про Египет, потому что все-таки, несмотря на то, что сегодня очень много гостей, говорили и на профессиональные темы, говорили, просто делились воспоминаниями разные гости, но не углубились мы вот так, как хотелось бы. Нужно пару суток вот так посидеть, поговорить, да, чтобы прочувствовать тему. Все-таки краткость эфира, она такова. Хотите изучать тему, изучайте ее дальше, никто вам в этом помешать не может. Хотите ехать в Израиль, нужно ехать. И еврейский Новый год как раз один из поводов. Нужно шевелиться сейчас. Да, обращайтесь к сайту компании Идриска Тур в поиск тура, программы, групповые туры, экскурсионные туры, также непосредственно Кани, которая вам все разложит по полочкам, расскажет, посоветует, потому что такое ощущение, как будто бы она оттуда приехала здесь почитать нам про Израиль. Как и многие из тех, кто не приехал, но включились. Уезжает в аэропорт и летит к себе на родину. Ну а на hottour.com.ua прямо сейчас, если вы уже готовы, чемоданы собраны, приобретайте себе путешествие в Израиль с помощью туристического оператора Идриска Тур. Спасибо вам за визит. Вам спасибо, что пригласили.